Можно говорить? Приветствуем участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. И начинаем разбор заданий регионального этапа. Сейчас мы загрузим показ слайдов. Так, секундочку немножко. Угу. Так, сегодня с вами Людмила Андреевна Беляева, председатель жюри, и Наталья Викторовна Белова. В течение презентации вы можете задать вопросы, либо задавать вопросы мне в чате сегодня с 7 до 8 вечера. Я вас буду ждать, если вам что-то будет интересно. Давайте вспомним, что нам пришлось с вами пройти, какие испытания. Число участников Олимпиады 18. Перечень конкурсных испытаний. Вы их все хорошо помните, но напомним. Лексико-грамматический тест, он был первым. Максимальное количество баллов 20, которое можно было заработать. Страноведение 20 баллов, чтение 20 баллов, аудирование 15 баллов, письменное сочинение 20 баллов, и устные презентации, то есть ваша групповая работа 25 баллов. И общий максимальный балл мог составить 120. И, соответственно, будем с вами разбирать задания в том порядке, в котором они проходили в испытательные дни. Итак, первое испытание, это был лексико-грамматический тест. Напомню, он состоял из двух заданий. В первом задании необходимо было заполнить пропуски, которые были под цифрами, словами из списка, которые стояли в конце, их было 20. Слова должны были быть в правильной форме. И неиспользованными должны остаться были 8 слов, то есть которые не подходили по содержанию. Задание второе. Во втором задании необходимо было заполнить буквенные пропуски словами, которые вписываются в контекст в грамматическом плане. То есть это должны были быть грамматические маркеры, например, вспомогательные глаголы, союзы, предлоги и так далее. При проверке текста, обращаем ваше внимание, комиссия использовала исключительно ключи к заданию. На данном слайде вы можете видеть правильные варианты ответов, которые относятся к первой части, да, то есть к цифровой части. Зеленым выделено количество, то есть количество участников, давших правильный ответ. И вы видите, что цифры достаточно низкие. И если мы посмотрим следующий слайд, это вторая часть грамматического теста, то здесь результаты, конечно, намного ниже. Ну и понятно, что это задание было достаточно трудным. Разброс баллов составил, смотрите, пожалуйста, от 0 до 17. И средний балл 4,3, когда вы должны были бы получить за полное выполнение теста 20 баллов. Вот. Но я сейчас предлагаю вам вспомнить этот тест. Я сейчас переключусь на сам текст и просто зачитаю этот текст с правильными вариантами ответов, и вы, надеюсь, можете видеть это на экране, файл с заданием. Да, мы немножко его подробнее разберем, потому что это самое сложное было у вас задание. Остальные задания, конечно, мы так подробно разбирать не будем, будем разбирать лишь спорные случаи, трудные случаи, вот поэтому давайте начнем. Du warst eben bei einer guten Freundin, ihr habt euch über die Chemieklausur unterhalten, die bei dir nicht so gut gelaufen ist. Eigentlich willst du später nichts in dem Bereich machen, sondern lieber Politik studieren. Deine Freundin hat dich darin bestärkt, Nachfragen gestellt, durch die du ein klares Bild von der Zukunft gewinnen konntest. Bis es für dich an der Zeit war, wieder in der Gegenwart anzukommen und zum Abendessen mit deiner Familie zu verschwinden. Und nun schmiedest du Pläne in deinem Kopf. Ist das Glück? Glück sieht für jeden anders aus, weiß Dr. Ernst Fritz Schubert, der sich in mehreren Büchern mit dem Thema Glück auseinandergesetzt hat. Das können schöne Erlebnisse sein, die sich zufällig ereignen oder absichtlich herbeigeführt werden können, wie zum Beispiel das Gespräch mit der Freundin. Vielleicht hast du im Vorfeld schon geahnt, dass dir ein Treffen mit ihr gut tun könnte.
und dich deshalb mit ihr verabredet. Vielleicht hat sich eure Unterhaltung unerwartet in die Richtung entwickelt, so dass, здесь есть несколько вариантов, weshalb oder weswegen, du danach mit einem schönen Gefühl im Körper einschläfst. Dass von diesem Gefühl am nächsten Tag nichts mehr übrig ist, ist ganz normal. Die Hochmomente des Glücks dauern nicht so lange an, bestätigt Fritz Schubert. Anders verhält er sich mit der Lebenszufriedenheit, die hat mit grundsätzlichen Einstellungen zum Leben zu tun. Der Lebensweg ist ein großer Fluss, so der Glücksexperte. Die große Aufgabe für alle ist es, sich in diesem Fluss nicht nur treiben zu lassen, sondern auch ganz bewusst zu schwimmen und Einfluss darauf zu nehmen, in welche Richtung es gehen soll. Aber wie findet man das heraus? Man sollte, laut Fritz Schubert, sein Handeln reflektieren und die dahinter verborgenen Bedürfnisse erkennen. Manchmal denken wir, dass uns etwas Bestimmtes fehlt, um glücklich zu sein. Ein neues Handy zum Beispiel, die Frage ist, wozu ich es brauche. Brauche ich es, um den Status in meiner Klasse zu sichern? Oder benötige ich es, um mich in den sozialen Netzwerken über bessere Fotos darstellen zu können? Um Schüler bei der Selbsterkenntnis zu unterstützen, initiierte er vor 10 Jahren an einigen deutschen Schulen das Schulfach Glück. Schule muss den Schülern dabei helfen, alltägliche Dinge zu bewältigen, die mit Mathe, Deutsch oder Chemie nicht zu lösen sind, sagt Fritz Schubert. Я надеюсь, вы вспомнили те моменты, которые показались вам сложными, незнакомыми, и могли вот сейчас по течению текста мысленно представить себе, где вы совершили ошибки. Конечно, мы не можем сейчас с каждым из вас разбирать ваши личные трудности, да, поэтому мы вынесли это на презентацию, вынесли некоторые примеры. Вернемся к таблице и увидим, да, что для первой части задания были сложными случаи с глаголом auseinandersetzen, со словом Bedürfnis или Bedürfnisse и bewältigen. Во второй части задание под буквой «Д» не выполнил никто. И в этом был достаточно спорный момент для жюри, нам пришлось спрашивать мнение экспертов. Давайте посмотрим. Мы здесь начинаем с того, что предлагаем вам практические рекомендации, постепенно будем включать в них те моменты, которые были в самом тексте. Значит, конечно же, начиная работу с грамматическим тестом, лексико-грамматическим тестом, вы сначала должны внимательно посмотреть все слова, вспомнить или догадаться об их значении. В данном случае можно знать перевод слова, да, в некоторых случаях многозначность. Вот, например, слово «Einstellen», которое было в задании среди 20 слов, да, имеет до 7 значений. Так что, скорее всего, его бы не выбрали для такого задания, потому что достаточно много значений. Второй момент. Необходимо искать сочетаемость слова с другими словами в тексте. Слово как часть устойчивого выражения. Здесь у нас было несколько таких вариантов. Под номером 4 «Pläne schmieden», то есть означает строить планы, да, или буквально разговорное выражение «Pläne machen», ja? Auf etwas akkusativ Einfluss nehmen, иметь влияние на что-либо, тоже устойчивое выражение. An der Zeit sein, под буквой «Б» было задание, тоже достаточно мало вариантов ответа набрало. Что an der Zeit sein означает буквально, что пришел какой-то определенный период времени, то есть время настало, то есть это тоже разговорное выражение. Далее смотрим, вот пример. Auf etwas akkusativ Einfluss nehmen. Ja? Die große Aufgabe für alle ist es, sich in diesem Fluss nicht nur treiben zu lassen, sondern auch ganz bewusst zu schwimmen und Einfluss darauf zu nehmen. Да? То есть мы видим выражение Einfluss auf, да? Darauf, Einfluss auf etwas nehmen, соответственно, выбираем из списка слов глагол nehmen. Далее одна из рекомендаций – искать сочетаемые слова с другими словами в тексте, когда существительный, например, с артиклем стоит притяжательным местоимением в позиции, да,
в склоняемой позиции тоже, то есть дается артикль, и артикль определяет грамматический род, соответственно, вам это должно тоже помочь выбрать правильное существительное. Ориентироваться на управление глагола. Вот, например, глагол sich mit etwas аккузатив, mit etwas dativ, прошу прощения. Да, sich mit etwas dativ auseinandersetzen, да, то есть он имеет такое управление, mit etwas dativ, да, то есть заниматься чем-либо, какими-то вопросами, какими-то делами, да, или sich mit etwas verhalten, то есть относиться к чему-либо. И таким образом мы видим пример из текста. Glück sieht für jeden anders aus, weiß Dr. Ernst Fritz Schubert, der sich in mehreren Büchern mit dem Thema Glück auseinandergesetzt hat. Да? И смотрим, здесь у нас есть с вами притяжательное, возвратное местоимение sich, предлог mit и, соответственно, объект в дательном падеже, да, mit dem Thema. Ну и мы видим здесь глагол hat, это означает, что глагол auseinandersetzen стоит в перфекте, да, то есть в прошедшем времени. Еще один совет – искать в предыдущих или последующих предложениях сходные по смыслу синонимичные выражения. Ну вот, кстати, если мы вспомним табличку, которую мы вам показывали, глагол benötigen здесь набрал самое большое количество чисел, да, правильных ответов, да, потому что я думаю, что вам помог глагол brauchen, да, который стоял перед ним. Benötigen и brauchen можно рассматривать как синонимичные глаголы. Brauche ich es, um den Status in meiner Klasse zu sichern? Oder benötige ich es, um mich und so weiter и так далее. Были также особые случаи, на которые мы обратили внимание, которые заставили нас задуматься, потому что все-таки от этого зависит, конечно, баллы и ваша судьба. Вот, давайте вспомним предложение с пропуском с буковкой «Д». Правильный вариант ключ показал so das, weswegen, weshalb. И вспомним само предложение. Vielleicht hat sich eure Unterhaltung unerwartet in die Richtung entwickelt. И здесь можно было выбрать три варианта. So das, weshalb oder weswegen du danach mit einem schönen Gefühl im Körper einschläfst. Да? Что нас смутило и заставило задуматься, 5 участников Олимпиады написали в качестве варианта ответа союз das. Вот, поэтому мы обратились к нашим московским коллегам, которые разрабатывали эту Олимпиаду, с вопросом, можем ли мы зачислить это как правильный ответ, да, то есть как балл, и получили вот такое объяснение, то есть мнение экспертов. Да. Они объяснили, почему использование das неуместно в данном случае. Да. Зачитаю. Этот союз может иметь разные значения, но в тех случаях, когда он вводит непридаточное дополнительное и непридаточное субъектное, он имеет своеобразного агента в главном предложении. Так, в случае с придаточным следствием в качестве таких агентов выступают такие слова, как so, solch и так далее. Их в этом контексте нет. Ну, мы обычно вот такие агенты называем коррелаты, то есть это такие части речи, которые как бы вмещают в себя содержание придаточного предложения, то есть они как бы настраивают на читающего на восприятие того, что будет в придаточном предложении. Без такого агента союз das может иметь значение «чтобы», но сам контекст не предполагает умысла подруги успокоить, усыпить, о чем говорит модальное слово vielleicht. В этом случае речь все-таки идет о последствиях разговора. То есть как бы здесь можно выделить причинно-следственные связи, да? То есть давайте вернемся еще к самому примеру, да? Vielleicht hat sich eure Unterhaltung unerwartet in der Richtung entwickelt. Может быть, ваше общение неожиданно повернуло в сторону так, что ты после этого смог заснуть или сможешь заснуть с хорошим чувством в теле. Ну, грубо, конечно, звучит, но тем не менее, да, то есть здесь как бы имеется в виду, что был некий умысел у подруги, после которого, то есть как следствие, да, то есть не чтобы, а как следствие, so das, да,
Вот. А если бы был союз das, то тогда вот в главном предложении должен был стоять агент so, например, да, vielleicht hat sich eure Unterhaltung so in die Richtung entwickelt, и тогда стоял бы das. Ну, я надеюсь, что я смогла объяснить. Если, может быть, кто-то не понял, да, то вы можете вернуться к самому вебинару, либо задать мне конкретный вопрос. Вот, ну, видите, московские эксперты наши сомнения развеяли. И еще был один случай, связанный с буковкой F в задании, да, где необходимо было вставить глагол lassen. Die große Aufgabe für alle ist es, sich in diesem Fluss nicht nur treiben zu lassen, sondern auch ganz bewusst zu schwimmen und Einfluss darauf zu nehmen. И видите варианты участников ответов, да, хотя задание было грамматического плана, но видите, что 3 человека использовали глагол baden, 1 человек schwimmen, erholen и versuchen. Конечно, здесь должен был быть глагол, но глагол, который вносит грамматический контекст. Да? Поэтому само выражение, да, sich treiben lassen, ja? Sich in diesem Fluss treiben lassen, etwas machen lassen, ja? Заменяет пассивную форму. Да? Ну, например, как мы скажем, я пошел постригаться, да? Или я постригаюсь. Да? Ich lasse meine Haare schneiden. Да? То есть как бы не я сам это делаю, а парикмахер, да, поэтому все-таки это моя-то пассивная позиция, да, надо мной совершается действие. То же самое и здесь, если мы переведем, да, большая задача для всех состоит в том, чтобы не только дать себе плыть по течению, но и осознанно плавать и оказывать на это влияние. То есть вот был такой, может быть, немножко курьезный случай. Да? Запомните, пожалуйста, etwas machen lassen заменяет пассивную конструкцию. Глагол lassen в данном случае можно интерпретировать как «я позволяю», да? Или «я доверяю кому-то что-либо сделать». Да? То есть, но в любом случае вы не активный деятель. Так. Теперь мы переходим к страноведению. Значит, при проверке текста комиссия также использовала исключительно ключи к заданию. Здесь максимальный балл составил 20, или мог составить 20, и разброс в баллах у нас от 5 до 14, средний балл 8,7. Ну, достаточно неплохой, учитывая то, что задания по страноведению были достаточно сложные. Вы знаете, в этом году было 2 темы. Первая тема это были принцессы дармштадтские и их роль, да, в истории России. И вторая тема химия и химики немецкие. Да. Но вот когда мы получили задание, мы увидели, что здесь есть вопросы и на знание каких-то чисто химических вещей, да, то есть такие очень специфические вопросы. Да, то есть не так много вопросов по именно немецким химикам, да. Но тем не менее, давайте посмотрим, что у нас получилось по вариантам ответов, да. То есть здесь мы, конечно, не будем показывать само задание. Вот, видите, зелененьким выделены опять количество участников, которые дали правильные ответы. Вы видите, что самый популярный это был 12-й вопрос, 15 человек на него ответило, да. 4-й вопрос, вот, ну, набрали самое большое количество ответов правильных, и 1-й вопрос, да. И вот красным выделены те вопросы, которые набрали наименьшее количество ответов. Давайте мы сейчас посмотрим, в данном случае я для вас сделала скриншоты работ, да. Ну и посмотрим правильные варианты, потому что здесь мы как-то вот, то есть сложно дать какие-то советы в подготовке, да, наверное, кроме того, что нужно много читать, да, то есть просто увлекаться страноведением, да, страноведческими темами и быть, как показали вопросы по химии, достаточно разносторонним человеком, да, не только гуманитарием, да, но и где-то в других областях. Вот, значит, смотрим, это 2-й вопрос. Aus Darmstadt stammten 2 russische Zarinnen. Так.
Alex von Hessen-Darmstadt war die Enkelin der Königin Victoria von England. И die Bezeichnung Chemie entstand aus dem Altgriechischen. Ну, мы тоже немножко узнали из этих страноведческих тем. Смотрим дальше. Значит, der Chemikant ist, очень интересное слово, да, оказывается, der Chemikant ist ein Ausbildungsberuf in der chemischen Industrie. Aha. Der erste deutsche Nobelpreisträger für Chemie war Emil Fischer. Ну, я думаю, что вот такие очень значимые факты из истории науки, химии, да, в Германии, наверное, они общеизвестны, и их достаточно легко найти в справочной литературе, тем более первый Нобелевский лауреат. Так, и последний вопрос, это был 19-й, тоже было очень мало ответов. Была цитата, которая принадлежала Йоханну Вольфгангу Гёте. Anatomie leistet am organisierten Wesen, was Chemie an unorganisierten. Да, здесь, ну, трудно сказать вообще, хотя Гёте был тоже очень разносторонним человеком и ученым в разных областях, да, то есть не только писал стихи, но занимался естественно-научными, в естественно-научном направлении. То есть вот такие у нас с вами результаты по страноведческому тесту. То есть самый высокий балл, который набрал испытуем, это 14, то есть из 20 14. Далее идет задание по чтению. Здесь при проверке теста комиссия также использовала исключительно ключи к заданиям. Напомню, что первую часть составляли задания к оригинальному тексту, предполагающие поиск соответствия или несоответствия какого-либо высказывания фразе в тексте, либо отсутствие этого утверждения в тексте. И вторая часть предполагала нахождение подходящего предложения для 8 предложений, составляющих в результате осмысленный текст. То есть здесь нужно было подставить начало предложения и его конец. Для первой части было максимально 12 баллов, для второй части максимально 8 баллов, итого 20 баллов. Смотрим здесь, что у нас получилось. Значит, ну, мы проверяли работу, и мы очень были приятно удивлены, что чтение достаточно хорошо было принято всеми практически всеми участниками. Да? Вот вы видите здесь опять правильные варианты ответов, и зеленым выделены количество участников, которые правильно ответили на эти вопросы. Самый высокий балл, посмотрите, 18, да? За тест 18, то есть получается буквально почти да, до 20. Да. И смотрим опять, что значит, в первой части несколько вариантов тоже вызвали трудность у испытуемых. Да? Это предложение под номером 1, задание номер 1, 3, 4, 5 в первой части. И во второй части, вы видите, 16-е задание, то здесь прям наглядно видно, что 4 человека только правильно это задание сделали. Здесь тоже, конечно, чтобы обсуждать задание к тексту, нужно весь текст еще нам освежить, но это нереально сделать, поэтому я также сделала скриншоты заданий и тех, которые набрали наименьшее количество баллов, то есть ответов правильных, да, но если у вас будут какие-то вопросы по чтению, и вы вспомните, что у вас было какое-то сомнение, да, то вы можете, конечно, обратиться либо сейчас, либо вечером в чате. Все документы у меня с собой, все материалы, вот, и мы можем конкретно этот случай с вами разобрать. Посмотрим здесь, значит, первое задание. Anfang und Ende der Hanse sind schwer zu bestimmen. Ну да, кстати, нужно сказать, что текст был достаточно сложный, да? Он такой был исторического характера. Вот Ханза как торговое объединение северных немецких купцов, да, то есть она ведет свою историю еще там с далеких средневековых времен, да, вот, и текст был достаточно сложный, но тем не менее
вы с ним достаточно хорошо справились. Итак, Anfang und Ende der Hanse sind schwer zu bestimmen. Вариант ответа А. Richtig. Третье задание. Alle Mitgliedstaaten sollten den Beschlüssen des höchsten Gremiums der Hanse folgen. Вариант ответа А. Richtig. In Köln hat man die Gründungsurkunde der Hanse gefunden. Вариант ответа Б. Falsch. Die Bezeichnung Hanse dient bis jetzt als eine Art Gütesiegel. Вариант ответа А. Richtig. Вот. Ну и вот я решила вынести на более подробное рассмотрение вторую часть теста, поскольку здесь достаточно сложное задание, которое состоит в том, чтобы подобрать соответствующий конец предложения, да, или вторую часть предложения, чтобы весь текст носил смысл, да, то есть чтобы это был, как это сказать, содержание текста, да, то есть чтобы оно было логичным. И давайте посмотрим, значит, на примеры. Я здесь уже их соединила для того, чтобы нам было легче разбирать. Значит, зеленым шрифтом мы выделили те моменты, которые скрепляют текст, да, которые должны как бы помогать вам ориентироваться в выборе последующего предложения. Итак, вариант номер 13. Zu diesem Zweck trat 1356 der erste Hansetag zusammen, an dem nahezu alle Hansestädte teilnahmen. Да? То есть это придаточное определительное. Да? И связку здесь составляют два компонента. Der erste Hansetag, да, мужской род der, an dem, да, на котором, nahezu alle Hansestädte, в котором приняли участие практически все ганзейские города. Следующий 14-й вариант. Dies war keine offizielle Gründung der Hanse, aber das erste Mal, dass sich nahezu alle Städte im Interesse ihrer Vorteile zu einem gemeinsamen Vorgehen koordinierten und als Bund der deutschen Hanse auftraten. Это тоже придаточное определительное, да? Хотя здесь как бы напрашивается такой темпоральный момент, но темпоральный момент выражается как раз вот в фразе «aber das erste Mal». Да? Был самый первый раз, что, да, или когда. Но тем не менее придаточное определительное, das sich и так далее. 15-й случай. Die Beschlüsse der Hanse wurden protokolliert. Die Beschlussfindung fand nicht nach Mehrheiten statt, sondern unterlag dem Принцип der Einigkeit. Да? Здесь придаточное противопоставительное, да? То есть nicht, sondern. Мы сейчас сразу вспоминаем с вами сложные союзы, nicht nur, sondern auch. Вот по этому же принципу, по принципу противопоставления поставлен этот пример. Es wurde diskutiert und verhandelt, bis man sich einig war, wobei Enthaltungen als Zustimmung gewertet wurden. Да? Bis это придаточное времени, или темпоральзац, с указанием на конечный пункт какого-либо действия. То есть дискутировали до тех пор, пока, да, bis. Задание под номером 17. Die entsandten Vertreter der Städte hatten jedoch nicht die Vollmacht, im Namen ihrer Stadt eine Entscheidung zu treffen. Здесь мы с вами имеем инфинитивную группу определительного характера, да, в качестве, в первой части вступает выражение die Vollmacht haben, то есть выражение абстрактного характера, то же самое как Wunsch haben, eine Möglichkeit haben, etwas zu machen, ja? Поэтому, соответственно, продолжение предложения с инфинитивной группой надо искать, да? Hätten jedoch nicht die Vollmacht, etwas zu machen, не были полномочены. Ja? 18. задание. Sie kehrten mit dem Ergebnis des Hansetages in ihre Stadt zurück, wo es beim Rat der Stadt lag, ob der Beschluss angenommen wurde oder nicht. То есть здесь у нас субъектное придаточное, да? Что лежало, да? В компетенции совета города, да?
будет ли принят это решение или нет. Да? Придаточное субъектное. Dies führte dazu, dass es kaum einen Beschluss eines Hansetages gab, der tatsächlich von allen Hansestädten mitgetragen wurde. Здесь мы имеем дело с придаточным определительным, которое соотносится, то есть придаточное предложение, союз der, соотносится с словом einen Beschluss, der Beschluss, да, мужской род. То есть не было такого решения ганзейского, которое бы и так далее. И последнее, придаточное дополнительное. Vielmehr hing die Beteiligung und Zustimmung einer Stadt davon ab, от чего зависел, да, ob die Angelegenheit ihren wirtschaftlichen Interessen entsprach. То есть похоже на 18-й случай. То есть вот вторая часть теста в той форме, в которой она должна была быть, с правильными ответами. И вспомним, что самый затруднительный случай почему-то оказался 16-й, хотя, мне кажется, здесь достаточно понятные темпоральные значения предложения, да? Сколько они дискутировали и вели переговоры, пока, да? Пока не пришли к определенному согласию. Так, хорошо. Дальше у нас с вами было аудирование. Аудирование, то есть задание к аудированию состояло из следующих моментов. Нужно было прослушать текст 2 раза и выполнить тестовые задания, которые также состояли из 2 частей. Первая часть – это выполнить тестовые задания, правильно, неправильно, нет в тексте. И часть вторая – выбрать из нескольких вариантов выражений тот, который вписывается в содержание предложения. Конечно, мы с вами сейчас не будем слушать весь текст, да? Вот. Но напомню, что речь шла о роботе, который помогал девочке учиться. Девочка была больна, лежала в больнице, у нее было онкозаболевание, и с помощью робота она могла присутствовать на занятиях. Дети ухаживали за этим роботом, даже дали ему имя Алекс, да? Вот. И в конце текста речь шла о том, какое значение имеют такие роботы, например, вот как раз для помощи тем детям, которые не имеют возможность заниматься, да, во время болезни. Да, это дети, особенно, которые тяжело болели. Вот. Максимальный балл, который вы могли бы набрать, это 15. И при проверке теста мы также использовали исключительно ключи к заданиям. Итак, смотрим. Значит, разброс в баллах был таков, от 1 до 15. Понятно, что задание было сложное, конечно, сложнее, чем чтение. В чтении вы имеете возможность видеть графический текст перед глазами, читать, осмысливать, сопоставлять задание с текстом, да? А здесь у вас слуховое восприятие, здесь, конечно, с ухом цепляешься за какие-то моменты такие, которые тебе потом помогают делать задание, но тем не менее, ведь вы прочитали задание до прослушивания текста, то есть какие-то наметки у вас уже должны были быть до прослушивания. Итак, посмотрим, что самые непопулярные ответы, то есть самые непопулярные задания, это были задания 1, 2, 5 и 14. Средний балл выполнения задания 8,3, ну, в принципе, тоже неплохо, да? По сравнению с грамматикой, конечно, да, в 2 раза. Вот. Но, тем не менее, давайте посмотрим. Здесь я тоже сделала скриншоты заданий и те части текста, да, части текста, где предложения, которые должны были вам помочь найти правильный ответ. Так, значит, смотрим. Am letzten, это задание, да? Am letzten Ferientag wird das Lehrerzimmer des Schiller-Gymnasiums von aufgeregten Schüler-Rebellen belagert. Ну и правильный вариант ответа, такого утверждения в тексте не было. Давайте посмотрим, какая информация в тексте связана с этим заданием. Der letzte Schultag vor den Ferien, во-первых, да? Мы смотрим, что в тексте am letzten Ferientag, да? То есть уже понятно, да? Тут der letzte имеется в виду последний учебный день, а не последний день каникул, да? Может быть, вас сбило то, что
прозвучало слово beлагert, да, то есть и там, видите? Вот, может быть, и letzte, да, то есть, может, как-то такой отсыл был. Но если мы посмотрим предыдущий, да, всего один человек, да, правильно определил. Дальше смотрим. Luisa ist mit ihren 16 Jahren Zehntklässlerin eines Berliner Gymnasiums. Вариант ответа А правильный. Ну, надо сказать, что этот ответ, он был как бы немножко размыт по тексту, да, по началу текста. Да. Во-первых, есть предложение, что die Zehntklässlerin Luisa hat diesen Trubel vermisst. То есть указание идет, что она учится в 10 классе, да, и что ей 16 лет, мы находим в предложении die 16-jährige Luisa war lange Zeit krank. То есть вот такие маркеры могли вам помочь правильно ответить на этот вопрос. Дальше смотрим. Утверждение. Der Roboter wurde zur Seele der Klassengemeinschaft und wurde sogar getauft. Да? Вариант ответа правильный, нет в тексте. Какие предложения нам, как бы нас отсылают вот к этому заданию? Во-первых, предложение, которое содержит слово Klassengemeinschaft, да, и в задании, и в тексте это звучит. Mit dem Roboter war Luisa trotzdem Teil der Klassengemeinschaft. Но это не отражает значение 5-го задания. Да? И второе, где присутствует глагол taufen, да, то есть как бы нарекать, да, скажем так, давать имя. То есть ни та версия как бы не присутствует, поэтому считается, что такого утверждения в тексте нет, то есть об этом речи не было. Его назвали Алекс, да, вот, но о том, что был ли он душой всего класса, об этом речи не было. Дальше смотрим 14 задание. Тут, конечно, очень сложное задание, то есть я тут могу вас очень хорошо понять, потому что, чтобы правильно сделать это задание, вот нужен такой очень большой отрывок из текста воспринимать на слух, да, это цитата из текста, слова кого-то, то есть разработчика этого робота. Вот, смотрим, что правильный вариант это C. Die Übertragung der Verantwortung gehört zur zusätzlichen Auswirkung der Roboter-Einsätze. Очень сложное предложение, во-первых, для восприятия, да, и варианты ответа тоже такие достаточно сложные. Ну, давайте посмотрим, что в тексте говорит о том, что именно вариант С здесь был правильный, да, и мы находим его практически в конце цитаты, да. То есть речь идет о том, что у этих роботов есть еще один дополнительный эффект, что они как бы дают возможность людям, которые не могут ухаживать за своими друзьями, ухаживать за ними вот в таком плане, что они ухаживают за роботом. То есть если мы вспомним содержание текста, то там говорилось о том, что подруга девочки, она каждый день приносит этого робота в школу и потом забирает домой и заряжает его, ставит на зарядку. Да? Таким образом она берет на себя ответственность. Да? Also sie trägt die Verantwortung. Ja? Oder die Verantwortung wird ihr übertragen. Да? То есть die Übertragung der Verantwortung gehört, то есть как бы она то есть тоже немножко в ответе за то, что она помогает своей подруге вылечиться таким образом, то есть она может ей помочь, потому что лично общаться нельзя в таких случаях, когда человек болеет, да, особенно если такое сложное заболевание. Так, ну вот, наверное, так, сейчас я посмотрю по плану. Наверное, про аудирование все. Да, теперь давайте перейдем к письменным сочинениям, в которых вы должны были набрать максимально 20 баллов. Смотрим, что здесь разброс баллов составляет от 1 до 17. То есть 17 это самый высокий балл, 3 балла не хватает. И самый низкий балл это 1. Да, то есть и оценивание, в отличие от предыдущих испытаний, проходило по определенным критериям. То есть у нас были критерии, которые были
расписаны вплоть до того, сколько ошибок как бы допускается, да, например, чтобы не получить 0. Вот. И вот, может быть, найдете критерии, если где-то должны быть. Сейчас, вот в письменных заданиях должны быть критерии. Вот здесь вот найдите, пожалуйста, пока будет. Да. Значит, максимальный балл, да, и балл снижался еще за несоблюдение объема высказывания. Мы с Натальей Викторовной вам несколько раз об этом говорили, да, что, спасибо, что если менее 300 слов, то балл снижается. Но мы тут, конечно, не стали применять драконовские методы. Если не хватало там 3 или 4 слова, это не так болезненно, да, как, например, если у некоторых работа состояла всего из 75 слов, понимаете, то есть почему там некоторые испытуемые могли получить такое низкое количество баллов. Значит, содержание, за него участники могли получить максимально 10 баллов. Ну и вот по максимуму, что должно было быть в наличии, чтобы было 10 баллов. Коммуникативная задача успешно решена, проявленный творческий подход и оригинальность мышления, сюжет понятен, динамичен, интересен, середина текста полностью вписывается в сюжет, рассказ передает чувства и эмоции автора или героев. То есть и за это задание мы могли поставить от 10 до практически 0 баллов, когда коммуникативная задача не решена, рассказ не получился, цель не достигнута. Ну, чтобы вот не пугать вас такими страшными словами, да, мы можем вам сказать, вы, скорее всего, уже посмотрели в личных кабинетах персональные листы оценки заданий. Мы решили это сделать, чтобы написать каждому те моменты, которые мы нашли в письменных заданиях, в письменных сочинениях ваших, да, то есть расписали, почему, за что столько баллов, то есть посчитали количество ошибок. Вот, где-то мы писали многочисленные ошибки, это значит очень много, то есть не стали уже расстраивать, да, вот, ну а где-то конкретное количество грамматических ошибок, орфографических, употребление слов в лексическом плане, да, то есть вы можете посмотреть, если вам интересно, то есть можете задавать вопрос сейчас или обсудим вечером, если вам очень интересен этот вариант. И, может быть, вы хотели бы знать, почему, да, то есть какие моменты для вас особенно трудные, да, что вам не удалось, либо что удалось, да, то есть как бы сначала, конечно, нужно хвалить, да, то есть поэтому мы тоже будем сначала хвалить, вот, но пока пройдемся по баллам, да, по требованиям. Вторую часть, за которую тоже можно было получить максимально 10 баллов, составляла организация текста и языковое оформление. Во-первых, композиция, да, где нужно было, чтобы текст был правильно разделен на абзацы, соблюдена логика высказывания, средства логической связи должны присутствовать, максимально 2 балла. Здесь мы хотим сказать, что даже когда был очень интересный сюжет, да, и развитие событий, там вовсю полет фантазии, весь текст там из 200 и больше слов состоял из одного абзаца. Конечно, такие, как вам сказать, такие обширные текстовые фрагменты очень сложно воспринимать, да? И, во-вторых, ведь абзацы, они логически членят высказывание, да? То есть абзац, следующий абзац что-то новое, да? Следующий абзац опять что-то новое открывает, то есть как-то вот логика должна соблюдаться, поэтому, видите, может быть, не у всех 2 балла, потому что не было членения на абзац, то есть очень трудно было воспринимать текст, очень трудно. Следующий – это лексический компонент, то есть здесь максимально можно было заработать 3 балла, и есть такие участники, у которых было 3 балла. Демонстрируется богатый лексический запас, точный выбор слов, адекватное владение лексической сочетаемостью, практически отсутствуют ошибки с точки зрения лексического оформления. Ну, попозже, у меня там все вынесено на слайды, попозже вернемся. Хочется сказать, но пока по критериям. Следующий критерий – это грамматика. Демонстрируется грамотное и уместное употребление грамматических структур,
Работа практически не содержит ошибок с точки зрения грамматического оформления. Максимально 3 балла. И последнее, орфография, пунктуация. Демонстрируется уверенное владение навыками орфографии, пунктуации. Работа не имеет ошибок с точки зрения орфографии. Ну вот, может быть, более конкретно конкретно именно по лексике, грамматике, да, чтобы вам было понятно. Если у кого-то 0, например, по лексике, что это означает? 1-0 в лексическом плане означает крайне ограниченный словарный запас, многочисленные ошибки 7 и более в употреблении лексики. Вот. Если 0 баллов за грамматику, значит в тексте присутствуют многочисленные ошибки 8 и более в разных разделах грамматики, в том числе затрудняющие его понимание. И 0 баллов за орфографию, это значит в тексте присутствуют многочисленные орфографические более 4 или пунктуационные ошибки более 4, в том числе затрудняющие его понимание. То есть вот мы с вами определили 7 ошибок лексического плана, 7 и более, да. Ну, тут мы, конечно, тоже смотрели, потому что были такие случаи, что ошибки повторяются, да, то есть как бы вот они, явление повторяется, то есть ошибка, то есть ее можно засчитать как за одну ошибку, да, то есть это получается, что правило не усвоено, да, вот. Далее в грамматическом плане 8 и более ошибок, и орфография, пунктуация 4 и более ошибок. Поэтому давайте посмотрим, что у нас с вами получилось отдельно по критериям. Да, ну вот вы видите здесь на слайде само задание, во-первых, да, начнем с композиции. Само задание. Надо сказать, что тема хорошая, путешествие, да, все любят путешествовать, скоро лето, мы, наверное, готовимся уже к путешествиям и выбираем, да, как мы с вами будем отдыхать, да. У нас сложилось впечатление, что ну, не все участники поняли слово «паушаль», да, потому что паушаль – это все-таки готовый тур, который предлагает турфирма, да, куда входят две и более услуги, то есть оплачиваемые, да, то есть есть обязательные услуги, есть специальные, за которые нужно дополнительно платить, да, вот паушаль как раз, да. Потом в начале текста был отсыл на Osterfeiertage, то есть это означает, что поездка должна состояться на пасхальных каникулах, это тоже о чем-то говорит. То есть это должна быть весна или что-то, какое-то время года, да, то есть, да, весна, в принципе. Вот. Так, и концовка предполагает какой-то, ну, такой эффект разочарования, скажем так, да, что путешествие не удалось, да, и путешествие на автобусе, да, потому что если это паушаль, да, то есть это, если ты паушаль-турист, да, то тогда ты этим автобусом путешествуешь, и этот автобус привозит тебя обратно же. Но в некоторых случаях там были самые разные средства передвижения, и разные автобусы, и разные водители. Ну, это все-таки, это каждый конкретный случай нужно смотреть, потому что фантазия у вас, конечно, очень богатая, мы убедились, да. Вот. Давайте посмотрим. Значит, мы начинаем с того, что хвалим всегда. Да? Студентов мы тоже сначала хвалим, а потом ошибки мы объясняем. Значит, плюсики. Да? Мы поставили плюсики. Креативные сюжеты. Было достаточно много интересных сюжетов, завернутых, с какой-то даже криминальной составляющей. Вот, у кого-то что-то украли, кого-то чем-то не тем накормили. Да? То есть, ну, интересно было читать. Очень интересно. Что-то мне очень там понравилось, что почему-то один из путешествующих поехали в Африку, в Турцию. То есть, да, то есть вот до такой степени уже нафантазировали, да, что мы Турцию искали в Африке. Да. Но это шутки, но это очень нас, как сказать, воодушевило на проверку работ. Далее, практически во всех случаях, за исключением некоторых, там были такие работы, которые даже, ну, то есть, наверное, даже есть, которые 0 за композицию, или 1 балл за композицию, да, которые вот, ну, не вписались вот в это задание, да, немножечко, может быть, не поняли, да, или было сложно просто выполнять его. Значит, в большинстве случаев начало сочинений вписывалось в начало истории. То есть вот можно было начинать читать историю и продолжать, да. То есть это тоже было понятно и читаемо, прочитываемо.
Были действующие герои, и во многих случаях участники передавали эмоции героев, и передавали это своеобразным словарем, достаточно были хорошие выражения для передачи эмоций, чувств, да, то есть накаленные чувства, или наоборот возбуждение, или наоборот радость, да. Ну и, конечно, частично динамика. Вот. Почему частично? Потому что, ну вот я пишу, что сюжет, наверное, скорее всего, ну, может быть, это мое мнение, должен был быть событийный, то есть должно было что-то происходить, он должен был быть динамичный, то есть что-то, должны были меняться обстоятельства, да, может быть, даже приключенческой направленности, да, что-то происходило, ну, в принципе, так и было у некоторых. Либо с эффектом обманутого ожидания для главных героев, да, то есть вот эта динамика, она должна была показать, как бы, эмоции человека, может быть, да, то есть воодушевление от того, ага, наконец готовое путешествие, ничего делать не надо, все заплачено, вот, и тут вдруг какое-то разочарование, да. Вот. Но я думаю, что у вас есть возможность в личном кабинете прочитать ваше сочинение еще раз, разобрать его, подумать, что удалось, что не удалось, что можно было бы по-другому сделать, да, завершить. Вот. И, соответственно, вот минус один, единственный выделяем в композиции, да, концовка сочинения сошлась у единиц с концовкой истории. То есть было такое вот ощущение, когда читаешь работу от начала до конца, как бы, да, и складывается впечатление, вот оно дошло до этого момента, когда они обратно в автобус, он их привез. Потому что вот было впечатление, что участники создают свою концовку какую-то. То есть, наверное, это интересно, да, но задание-то было все-таки, чтобы середина вписывалась между вот этими двумя моментами. Так, хорошо, дальше смотрим. Пройдемся по лексике. Лексическое наполнение было у всех разное, но оно было разнообразное, да, и вписывалось в рамки сюжета, которые вы выбирали для себя, да. Но не всегда эти сюжеты, они как бы были связаны именно с темой путешествия, да, то есть поездка или вот именно отдых такой, по турпутевке, да, там были истории, там кто-то в деревне остался, кто-то в лесу, там должен был зайцев ловить и кушать, готовить на костре, да, то есть тоже интересные были моменты, да, вот, но тем не менее лексика, она была адекватна сюжету, который вы выбирали, да, вот, и поэтому вот дальше мы пишем, что хотелось бы, конечно, чтобы лексика больше отражала специфику самой темы путешествия, потому что мы с вами учим язык, да, учим язык в тематическом плане, то есть для каждой темы есть свой определенный словарь, поэтому вот нам показалось, что маловато все-таки специфических выражений по теме путешествие само, да, то есть были более такие сюжетные, событийные лексические единицы. Ну, в принципе, это не было критерием, это просто наше пожелание, да. Так, следующий момент. Поскольку план сочинения был повествовательный, то есть говорилось о каких-то, то есть вы должны были описать какое-то событие, да, как оно проходило, да, то во многих случаях не хватало средств связи внутри текста. Это было очень важно, потому что когда идет повествование, да, здесь важно говорить о том, что было в начале, что потом, да, что были какие-то, может быть, параллельные временные события, да, либо события протекали хронологически, вот, либо вообще какой-то там, не знаю, отсыл к началу текста, да, это ведь все стилистические моменты, да. Ну вот, например, такие выражения, как zuerst, dann, danach, schließlich, eine Stunde später, in diesem Moment, zu dieser Zeit, im Augenblick, там очень много таких выражений темпорального характера, которые как раз показывают вот эту динамику. Поэтому, может быть, и мы до этого писали частичная динамика, да, вот в плюсах, что вот не хватало вот этого. То есть любое содержание в языке, оно, я имею в виду тематическое содержание, то есть план того, что вы хотите сказать, да, он всегда, то есть как бы для него всегда характерный определенный словарь, да, то есть как бы для темпорального повествования одно, да, для рассуждений другое, там нужно аргументы проводить и так далее, сравнивать, да,
То есть для описания вообще другая лексика и грамматика, да, там, например, склонение прилагательных и так далее. То есть вот для каждого типа письменного сочинения есть свой определенный словарь. И вот это нужно хорошо понимать и владеть этим, когда вы начинаете писать, да, поскольку здесь все-таки были события, да, это больше уже такому художественному тексту, да, к рассказу. Вот, поэтому план повествования должен быть внутренний, да. Ну, я не скажу, что это портило вашу работу, это как пожелание от нас, да, что если в следующий раз вы будете работать вот над такими событийными сюжетами, то включайте, пожалуйста, высказывания вот такого плана, которые помогают вам определить момент, когда происходит действие, да, чтобы было легче представлять себе временную шкалу повествования. Далее, еще очень важный момент. Сочинение, конечно же, носило личностно направленный характер, потому что вы должны были описывать те приключения или злоключения, которые с вами происходили, с вами и вашим другом или еще кем-то там, кого вы выбрали в качестве своего партнера по путешествию. Вот, поэтому и в тексте желательно бы, конечно, использовать выражения направленной речи, которые помогают вам выразить себя как рассказчика. Например, это такие выражения, как «ehrlich gesagt», да, честно говоря, то есть вы признаете что-то от себя, да, «was mich angeht», ну, это такие очень расхожие фразы, вам понятные, да, «nebenbei gesagt», то есть, ну, стоит отметить, да, «wie ich schon erwähnt habe», как я уже говорил, как я уже упоминал об этом. Ну и вот такие выражения направленной речи, которые помогают читателю вас как рассказчика понять, да, то есть что же вы, каково ваше отношение к тому, о чем вы говорите. То есть были в работах такие выражения, что очень порадовало, что вот именно отношение рассказчика к тому, о чем он пишет, да, то есть что вам не безразличны те ситуации, в которые вы попали. Ну и последний момент, кому-то из участников я засчитала как ошибку использование слова «Reiseführer». Да? Ну, это может быть моя недоработка, потому что я в основном использую это выражение как в качестве путеводителя, да, Reiseführer, то есть книжка, в которой вы можете прочитать информацию о какой-то достопримечательности и так далее, да, например, там путеводитель по Берлину и так далее. Ну, просто мы перепроверили себя на всякий случай, и оказалось, что действительно то значение, в которое участник использовал это слово, Reiseführer, как экскурсовод, да, вот, оно тоже имеет место быть. То есть два значения у слова мы проверяли в толковом словаре. Первое значение – это какое-то печатное издание с информацией о цели путешествия, либо человек, который сопровождает группу туристов. Да, поэтому прошу прощения, и если там это влияет на баллы, мы можем пересмотреть. Да, то есть надо посмотреть я дома еще. Если вы заинтересованы, пожалуйста, напишите мне в чате, мы с вами посмотрим этот вариант конкретно по вашей письменной работе, то есть насколько он определяет количество ваших баллов. Так, следующий момент – это грамматика. Грамматика, конечно. Ну, сначала похвалю, да, что понравилось. Понравились развернутые синтаксические структуры, да, что характерно для письменной речи. Да, то есть для письменной речи не характерны такие вот очень короткие фразы, то есть буквально номинальный стиль, да, вот, а мысль, поскольку это письменная речь, мысль должна быть развернута во всех своих красотах, да, и поэтому для того, чтобы мысль была развернута, в языке есть очень много разных возможностей. Это и придаточные, то есть сложные предложения, да, то есть сложно сочиненные или сложно подчиненные, то есть придаточные. В немецком языке очень много их типов, да, то есть это их различное расположение в предложении, в главном, например, да. Это и разные инфинитивные группы, и инфинитивные обороты, то есть перечисления, что там еще можно сказать, да, перечисление, однородный член предложения, да, то есть вот такие предложения чем-то отягощенными, да, или оборотами какими-то красивыми, то есть вот в ваших сочинениях присутствовали развернутые синтаксические конструкции, именно инфинитив,
сцу. Придаточные предложения были достаточно разнообразны, то есть не только там придаточные дополнения, да, но и многие другие, темпоральные и так далее. Даже у кого-то было предложение на согласование времен, то есть это очень сложная конструкция, которая предусматривает очень осторожное отношение к временным формам, да, то есть предшествование чего-то, да, то есть что-то происходило, да, прежде чем что-то сделать я, да, либо после того, как и так далее. То есть там выстраиваются сложные отношения внутри предложения. Вот, и один из участников с этим очень хорошо справился. Ну и употребление глаголов с управлением, да, то есть это когда глаголу присущ определенный предлог, это тоже очень украшает речь, показывает ваш богатый словарь, и для немецкого языка это очень характерно. Вот было много глаголов. Von etwas Dativ träumen, von etwas Dativ abhängen, много, über etwas verfügen и так далее. То есть нашли мы очень много всего, да. Но на этом фоне, конечно, количество ошибок, оно, ну, не скажу, что портило, но несколько искажало впечатление от того, что мы читали, да. То есть лексика, да, хороша, лексика богатая, но грамматика, на фоне грамматики, конечно, некоторые моменты тускнели, да, поэтому все вы видите у себя в личных кабинетах количество ошибок, которые вы допустили, да, вы можете сравнить, подумать над этим, да, над чем вам предстоит поработать, но мы вот здесь вот вынесли самые типичные грамматические ошибки, которые присутствовали в текстах, да, ну, конечно же, это род существительных, грамматический род существительных, да. Слова учить нужно с артиклями, да, то есть мужской, женский, средний род, это очень существенно для остальных грамматических структур, при склонении существительных, при употреблении их с определенными какими-то предлогами и так далее в разных ситуациях, поэтому от этого много чего зависит. А склонение существительных, конечно, да, склонение прилагательных, то есть были такие случаи, что там либо прилагательного вообще не было окончания, то есть это английский вариант какой-то. Вот, у нас студенты, которые учат английский язык, первые очень часто плохо привыкают к таким ситуациям, да, и нужно постоянно над этим работать. То есть склонение прилагательных, причем как смешанного типа, так и слабого типа. То есть после определенного артикля и после неопределенного артикля здесь, конечно, у многих слабые места намечаются. Очень много было ошибок на употребление форм perfect и претеритум. То есть это вот как в пословице «слышал звон и не знаю, где он». То есть вроде слышал, что вот такая форма, да, и вот и так и написал, да. Были такие очень... Я даже не буду, то есть не выносила эти вот примеры на слайд, потому что, ну зачем показывать ошибки, да, потому что это вдруг кто-то запомнит. Вот. Пожалуйста, обращайте внимание на 3 формы глагола. Да? Они тоже очень важны во многих грамматических темах. Да? Претеритум мы используем с вами для того, чтобы описывать события в прошлом, что с нами происходило в цельном рассказе. Perfect нам с вами нужен для того, чтобы беседовать о том, что происходило в недалеком будущем, да, или там это так называемое время для диалогов, да, то есть разговорное прошедшее время, как говорят. Вот. Но было очень много вариантов, конечно, таких, что даже, может быть, представить-то себе трудно. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание в ваших работах. Да? Дальше. Порядок слов в предложениях, в том числе в придаточном и развернутом инфинитивной группой. Порядок слов в предложении зависит от разных причин, не буду их всех называть, да, то есть есть порядок слов нормативный, когда подлежащее сказуемое, то есть объект, так, что там у нас, объект, субъект, предикат, да, то есть подлежащее сказуемое, либо на первом месте может быть стоять обстоятельства времени или места, да, то есть это вот порядок слов, который принят в предложении, да, в немецком. Вот. Остальное все может иметь место быть, но носит стилистически окрашенный характер, то есть это не наш случай. Вот. И были такие места, когда просто шел набор слов, то есть, не знаю, наверное, как
пазл, да, то есть как хотите, так и составляйте, то есть были даже такие случаи, то есть очень трудно было понять вообще, о чем речь идет, да, что хотели сказать, потому что просто вот набор слов. Либо как вот немцы говорят Тарзан-шпраха, есть такое понятие, когда человек говорит инфинитивами, да, там essen, kaufen и так далее, то есть были и такие случаи, вот, то есть неспрягаемые случаи, но это немножко другое уже, вот, но тем не менее порядок слов предложений, он достаточно фиксированный в немецком языке, даже в простом предложении, да, вот, поэтому обращайте, пожалуйста, внимание, глагол всегда на втором месте, всегда. А что касается придаточного предложения, то здесь понятно, что глагол должен стоять спрягаемый, то есть глагол в спрягаемой форме, если это сложное глагольное сказуемое, должен стоять в конце, да. Вот. Не у всех так получалось, но некоторые очень четко вели мысль до конца, то есть и глагол туда помещали. Так, ну и инфинитивная группа, тоже там была проблема, сейчас уже не помню, ну, не на месте стояла инфинитив «сцу», то есть после него еще предусматривалось какое-то высказывание. То есть тоже посмотрите, пожалуйста, у кого это подчеркнуто, как... не подчеркнуто, у кого это есть такой пример. Далее, было некорректное использование предлогов, как в управлении глаголов, так и в частном употреблении. Например, warten von вместо warten auf. Там, в частном употреблении, например, тоже много всего было. Там, например, вместо того, чтобы auf dem Flughafen, да, там am Flughafen, когда понятно, что именно в самом здании аэропорта, да. Что еще? Ну вот в склоне им циркус, когда было вовухин, да, то есть это тоже была проблема вовухин, им циркус, вохин гейнве, им циркус, например, да. Вот, тоже такие варианты были. Ну и вообще остальные ошибки, они носят, видимо, ваш личный характер, то есть какие-то темы недоучены, но я думаю, что вот то, что здесь написано, они как бы составляет основу, да, то есть мы говорим в связанном предложении, мы сочетаем слова между собой, сочетаем по определенным правилам, да, у нас сложные глагольные конструкции, которые подразумевают еще использование вспомогательного глагола, тоже были проблемы с этим, да. Вот, у нас в придаточном предложении четкий порядок слов, мы должны этого придерживаться. То есть это вот такие вот очень общие моменты. Ну, конечно, сами части речи, существительное, прилагательное, глагол, да, то есть вот они самые обиходные. То есть здесь спряжение глагола, склонение прилагательных, склонение существительных. То есть, да, грамматика сложная, но она приносит в немецкий язык свое своеобразие, свою красоту. Вот. Ну и последний, конечно, момент касается тех работ, которые было достаточно тяжело читать, из-за того, что коммуникативная задача была не решена, было очень сложно проследить вообще мысль, о чем была речь, да. Были такие работы, где речь шла просто о значении путешествий в жизни человека, то есть хотя задание-то вполне сюжетное и событийное, да. Ну и план выражения мысли, ну я все-таки вынесла, конечно, самый безобидный как бы пример, который я нашла, но читать я его не буду, да, то есть я за то, чтобы все было правильно, да. Скорее всего, речь шла о том, что человека спрашивают, да, какова цель вашего путешествия, да. Например, welches Ziel hat Ihre Reise oder wohin reisen Sie, скорее всего, нужно было бы сказать, oder haben Sie schon das Ziel gewählt, ja, das Reiseziel gewählt. Есть достаточно много вариантов, да, и здесь был выбран какой-то очень такой купированный короткий вариант и без глагола. Ну, конечно, немецкие предложения – это предложения с глаголом, это не номинальный стиль. То есть вот что касается грамматики. Так, и последний момент – это была орфография. Ну, в орфографии здесь тоже все очень субъективно, потому что здесь были работы, где были достаточно, ну, мы бы сказали, серьезные ошибки, которые вот именно говорят о том, что не усвоено графическое написание слова. Вот. А были просто помарки, описки. Такое тоже бывает, когда мы все волнуемся, да, забыли там вместо СЦХ С написали, да, там, например, вот, или что-то еще такое там, или поменяли в дифтонге буквы местами, такое тоже бывает, да, то есть как бы мы не считали это очень грубой ошибкой, да.
Ну, если, например, в слове бан, ахтабан там было, по-моему, писать, не писать ха, или наоборот, что-то такое было, например. Какая-то, ну, видите, я не хотела выносить ошибки на презентацию, потому что это не знаю, не... Написание существительных с маленькой Да, буквы — написание, это да. грубая ошибка. И отсутствие умлаутов Мгм. были в работах некоторых, да, там, где они должны стоять. То есть это как бы является правилами правописания, да, поэтому нужно принимать во внимание, да, там было слово написано шпет, например, да, через и два т. Да, Это уже тоже, две ошибки это уже, получается в да, слове. то есть как бы вообще немножко больное слово получилось Да. такое. Вот. Но тем не менее они как-то вот, ну, не портили впечатление от того, что мы читали, поэтому вы все можете посмотреть, сколько баллов вы получили за орфографию, поэтому если будут вопросы, обращайтесь. Вы принесли вопросы? Нет? Нет вопросов. Да, мы сейчас уже завершаем почти. И последнее испытание, это была устная презентация, она проходила на следующий день, как вы все помните, да, вы были поделены на группы. С помощью жеребьевки, надо сказать, что группы подобрались очень удачно, достаточно удачно, потому что и уровень владения языком был практически у всех одинаковый, как-то так вот получилось, да. Вот. Ну, давайте посмотрим. Оценивание проходило тоже по определенным критериям, и здесь разброс баллов от 11 до 25, средний балл 18, это вообще самое лучшее задание, которое вы сделали, вы нас очень порадовали своей речью, своей непосредственностью, владением языком, темпом речи, некоторые произношением, а некоторые не очень произношением. Вот. Ну, давайте посмотрим конкретно по критериям. Значит, групповая работа. Да, ваши баллы складывались из двух частей, мы об этом вам сказали. Это была групповая работа, за которую вы получали общую оценку, отметку, вернее, которую заработала группа, и индивидуальная работа. Там мы оценивали каждого и потом суммировали это все. Значит, по максимуму содержание презентации 5 баллов, коммуникативная задача полностью выполнена, тема раскрыта в нескольких аспектах, смысл презентации ясен, содержание интересно, оригинально. И работа в команде, это было очень важно, поскольку это было ток-шоу. Взаимодействие участников, распределение ролей соответствует содержанию и форме презентации. Участники слаженно взаимодействуют друг с другом, реагируют и опираются на предыдущие высказывания, высказываются в равном объеме. Вот. Ну, даже то, что сколько времени вы потратили на презентацию вашего проекта, да, напомним, это должно было быть не менее 8, не более 12 минут, да. Вот мы вам выложили специально количество минут, которые вы именно работали, да, отвечали ваши задания. Первая группа 7 минут, вторая группа 9, третья 9:42, четвертая группа 5 минут, это уже очень мало, да. Пятая группа 8 минут, 16 секунд, и шестая группа 5 минут. То есть как бы уже по времени можно судить о том, насколько полными и разнообразными были ответы, да. Но, тем не менее, поскольку у нас было такое указание, мы не могли не смотреть. Но за это баллы мы, конечно, не снижали. Да. То есть это просто была рекомендация, да, для участников. Давайте посмотрим, какие баллы вы получили за групповую работу. Первая группа 8 баллов, вторая группа 7, третья группа 10, четвертая группа 6, пятая группа 10 и шестая группа 5. Вот. То есть там, где 10 баллов, понятно, что это максимум баллов, да, то есть там сложилось все, да, там была и работа, там была и поддержка друг друга, да, и, в общем, ну, групповая работа была видна налицо. Вот там, где поменьше баллов, скорее всего, содержание не сложилось, то есть не была раскрыта коммуникативная задача, не так подробно, повторялись факты, повторялись вопросы со стороны ведущего, то есть было достаточно типичное такое, да, то есть, ну, как сказать, типизированный такой вот, да, то есть какие-то штампы, да, то есть вот в этом плане. Так, ну и устная и индивидуальная работа, она складывалась из 5 параметров.
убедительность, наглядность, то есть высказывания аргументированы, аргументация сильная и так далее, читать дальше не буду. Выразительность, артистизм, то есть как вы играете свои роли. Здесь, я думаю, что многие, большинство получили Да, достаточно хорошо. высокие баллы, да, то есть потому что вы все вживались в роль, а иначе никак, потому что любая роль требует определенного поведения. Лексическое оформление, то есть широкий вокабуляр. Ну, очень порадовало, что тема достаточно была широко раскрыта в плане лексики, да, тема-то, в принципе, очень простая, да, самая первая тема, которую мы изучаем, тема семья, да, и все остальное уже как бы накладывается на эту тему, и вы показали достаточно хороший словарный запас, по крайней мере, в теме семейные отношения. Вот. Может быть, немножко слово single вас смутило, потому что все-таки это жить не просто без детей, а жить одному человеку, да, то есть вообще без семьи, Да. без детей. А некоторые подумали, что Гражданский гражданский брак, брак, да, то есть это single, нет, single это одинокий человек, да. Ну, тем не менее, что тут говорить, все равно были очень интересные моменты. И те аспекты, которые нужно было отметить, да, то есть роль семьи, примеры из семейной жизни, да, там плюсы и минусы того и другого образа жизни, да, это понятно, это все было слышно, да, то есть все это звучало, да. А вот что касается ролей распределения, да, то, конечно же, вот модератор в этом плане был самой невыгодной ролью, да, вот, хотя как посмотреть, потому что я думаю, что многие из вас видят ток-шоу, как они ведут, да, модератор всегда в курсе событий, модератор всегда знает больше, чем его посетитель, да, вот, его гость. Модератор может привести примеры, может столкнуть две точки зрения, то есть это очень сложная роль. И в плане языка тоже, потому что язык аргументации, он тоже очень специфичный. Вот, поэтому уважение тем участникам, которые выбрали роль модератора. Вам было очень тяжело, мы это понимаем. Вот. Но в основном другие роли были тоже адекватные, поэтому в данном случае разговоры, даже если они были оценены, может быть, на низкие баллы, все равно сложились, все равно беседа была, да, но просто, может быть, в меньшем объеме и меньшими лексическими средствами, и меньшими грамматическими средствами. Вот. Ну и, конечно, оценивалось произношение, потому что до этого вы только писали, у вас были экстенсивные виды работы, да, здесь продуктивно, ваша продукция устная, и здесь как бы должно сложиться впечатление общее от владения языком, да, то есть как бы и фонетика, и грамматика, и лексика, и умение вести разговор, да. То есть у кого-то это было очень гармонично, да, то есть сочетание и произношения, и всего остального. Кому-то не хватало произношения иногда до такой степени, что нельзя было понять слово, да, вместо фюлен, там, по-моему, флюен какие-то слова. Мы потом просто записи с Натальей Викторовной прослушивали, имели возможность еще раз послушать, как вы говорите. Вот, поэтому в данном случае все получили определенные баллы. Вот. Но еще раз скажу, что задание было очень интересным для нас, мы получили большое удовольствие. В данном случае даже хотелось иногда поспорить, да, в некоторых моментах, да, лучше здесь какой отпуск с детьми, да, ну какой отпуск с детьми, никакого отпуска, никакого отдыха, да, вот, поэтому спасибо большое за эмоции, которые вы нам доставили, вот, я надеюсь, что это время, которое вы провели у нас в институте, не было потерянным для вас, вот, что вы, довольны с баллами или, по крайней мере, может быть, ожидали худших баллов, получили больше баллов, да, то есть чтобы вы остались довольными теми днями, которые вы провели у нас, вот, что они были продуктивными, что вы еще раз проверили себя, проверили свои знания немецкого языка, показали, на что вы способны, вот. Узнали новое. Да, узнали что-то новое, и мы тоже много чего нового узнали, и пришлось немножко покопаться в языке, это еще одна возможность для нас немножко расширить свои компетенции, да. Вот, спасибо вам большое за участие, спасибо, что пришли к нам. Вас было немного, но вы лучшие, которых отобрали по всей республике, мы очень рады.
Вот, надеемся, что наше сотрудничество и дальше будет продолжаться, может быть, в качестве студентов. У нас скоро будет День открытых дверей, мы отдельно сообщим по школам, приходите к нам, пожалуйста. В конце марта, по-моему, намечается мероприятие. Можно посетить уроки преподавателей, вот, по личной договоренности, можно прийти группой, то есть об этом еще будет информационное письмо. Поэтому спасибо большое вам за те дни, которые у нас провели, что мы с вами познакомились, да? Вот, я желаю вам, мы желаем вам больших успехов, изучайте язык дальше, не теряйте, развивайте себя в языке, читайте на языке, пишите на языке и говорите на языке, это очень важно. Спасибо большое за внимание. Если у вас возникли какие-то вопросы, я вас жду вечером с 7 до 8 в чате. Все документы у меня с собой, критерии и ваши работы, и мы с вами обсудим те моменты, которые вас интересуют. Спасибо большое за внимание. До свидания. До свидания. Так, пригласите там, пожалуйста, чтобы выключить. А то мы не знаем, как выключать. Такие умные, а как выключать не знаем. Не люблю я смотреть эти вещи.